Более 100 стран мира проводят благотворительную акцию «Щедрый вторник». Она проходит ежегодно в последний вторник ноября. Для России это новая традиция. К ней подключились только в 2016 году. Поговорим об особенностях прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Алина Хабирова, руководитель Центра «Ломая барьеры», член Общественной палаты Республики Башкортостан. Алина, здравствуйте. Добрый день. Почему именно в такой момент, когда проходят новогодние распродажи, да, это сезон скидок в больших магазинах, также предложено делать добро людям и принимать участие в акции «Щедрый вторник»? Расскажите, пожалуйста, о сути праздника. В 2012 году появилась эта дата в календаре, и да, действительно, организаторы задумались о том, что почему у нас есть Черная пятница, да, там распродажа, какой-то киберпонедельник, как мы можем улучшить культуру благотворительности? Давайте мы тоже сделаем какой-то один день, и вот так и появился «Щедрый вторник», который вот уже в России у нас уже как 5 лет проходит тоже. «Щедрый вторник», «Черная пятница», что круче? Вот какой отклик вы видите? Ну, во-первых, я помню в 2016 году, когда только-только первый раз это появилось, как это стандартно, знаете, присоединилась там Москва и Санкт-Петербург, крупные города. Как бы, ну, до нас это вот прям, можно сказать, последние только вот 2 года докатилась эта волна. И мне хочется, чтобы это, знаете, как снежным комом, так все больше людей вовлекалось. Ведь главная цель «Щедрого вторника» – это вовлечь людей, мотивировать, говорить добрые дела. А девиз этого дня – «Вместе и вслух». Потому что бывает такая стигма, да, когда говорят, что сделал доброе дело, молчи, там, не хвастайся. Как думаете, почему именно так некоторые говорят? Ну, в силу разных причин, да, действительно, возможно, кто-то сделает какое-то дело на копейку, да, начинает там трезвонить, а кто-то действительно делает большие, прям такие благородные поступки, но всегда молчит об этом. И вот как раз-таки, чтобы вот уравнять, да, чтобы увеличить количество людей, которые готовы сделать доброе дело и рассказать, и поэтому появилась эта акция. Вот для интереса, в начале, в 2016-2017 году в России делали опрос о том, что делаете ли вы добрые дела, и если вы делаете, то рассказываете. И оказалось, что больше половины людей делают добрые дела, но молчат, об этом не говорят. Но говорить об этом надо как минимум, потому что человек, если, допустим, об этом расскажет, он может запустить такую, знаете, добрую цепочку. Да? Люди увидят, что я тоже присоединиться, я тоже могу так же сделать. Вот так, оказывается, можно сделать, да, то есть как бы там написать письмо там бабушке с дедушкой, которые живут в интернате, да, или собрать корм для животных, потому что, оказывается, здесь вот приют, да, там буквально в 2 кварталах от человека. Вот, поэтому необходимо, да, об этом говорить. И недавно тоже сделали уже исследование, уже по результатам проведения нескольких лет «Щедрого вторника», и выяснилось, что пожертвования после «Щедрого вторника» увеличились в 3 раза. То есть все-таки говорить надо. Вот. Но, по крайней мере, если вы не хотите, если вы как бы все равно считаете, что это такое хвастовство, но, по крайней мере, один день в году, да, 30 ноября, ну, то есть это в этом году, а так в последний день вторника, пожалуйста, говорите, рассказывайте, делитесь, ну, и можно все истории посмотреть по хэштегу «Щедрый вторник». Мы знаем, что можно сделать доброе дело, рассказать о нем, перечислить в благотворительный фонд средства. Что еще? На самом деле очень много инструментов, очень много возможностей, учитывая, что сейчас у нас пандемийное время, да, мы не можем, допустим, приехать куда-то в интернат, провести какое-то офлайн мероприятие, но можно заменить онлайн. Например, у нас проходят какие-то занятия с нашими подопечными. Дети с удовольствием любят петь. Если человек, допустим, обладает компетенциями какими-то, или он, например, фитнес-тренер, он может спокойно сделать зарядку, потому что сейчас инструменты для выхода в онлайн-эфир, их много. Было бы желание. Как вы оцениваете уровень благотворительности у нас в республике? Насколько отзывчивые жители Башкортостана? Отзывчивые. Но работать очень много необходимо. Как раз-таки в самом начале я вам говорила, что необходимо повысить культуру благотворительности.
Культура это прежде всего мы говорим о качестве. Дело в том, что все равно есть еще какие-то стереотипы, да, когда, например, недавно я пришла в аптеку, я покупала лекарства для подопечного, и фармацевт, я ее попросила, чтобы она мне дала товарный чек, ну, так как я товарно-материальное лицо, да, мне надо отчитаться, на что я потратила деньги. А для фармацевта это очень нестандартная ситуация. Зачем товарный чек вам? Ну, как бы я объяснила, что вот благотворительный фонд, покупая, надо отчитаться. И она сразу же, дети-сироты. Ну, то есть, как можно приравнять благотворительность и дети-сироты? Ведь спектр благотворительности, он большой, начиная от помощи действительно детям-сиротам, да, помощь бездомным, помощь животным, экологические какие-то проблемы, да, их решение, помощь пожилым, помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, помощь погорельцам. То есть это большой спектр. Поэтому как раз-таки вот именно культура благотворительности, понимать, кому нужна помощь, как помогать, чтобы, знаете, не причинить добро, да, как сейчас есть такое выражение. Тут еще, конечно, работы очень много. Алина, расскажите, пожалуйста, насколько активно поддерживают вот эти международные акции, как «Щедрый вторник», благотворительные организации, которые работают у нас в республике? Мы как раз-таки сплотились, стараемся друг друга поддерживать, провели там такие установочные вебинары, как можно провести этот день, да, помогаем тоже друг другу, где-то объединяемся, делаем совместно какие-то акции, мероприятия. Ну, работа идет полным ходом. О чем это говорит? Что есть взаимопонимание вот среди благотворительных организаций, да, и какие цели вы ставите вот общие между собой? Ну, наша общая цель это какая-то благотворительная деятельность, да, в отношении каких-то подопечных. Кто-то там пожилым, да, вот мы там Центр «Ломая барьеры» помогаем там детям с ограниченной возможностью здоровья. Наша задача – это улучшить качество жизни наших благополучателей. И если мы объединяемся, то это говорит о том, что мы, во-первых, эффективно работаем, потому что мы объединяем ресурсы, объединяем какие-то наши компетенции и, ну, естественно, помогаем друг другу. А от этого выигрывают в первую очередь наши благополучатели. Хотелось бы еще по линии Общественной палаты Башкортостана с вами обсудить инициативу. Вы предлагаете для организаций, которые проводят благотворительные работы, да, оказывают благотворительность, для них пересмотреть систему налогообложения. Нашли ли вы поддержку вот по вашей инициативе и в чем суть? Насколько это вообще реально? Я надеюсь, что это реально. Проблема в чем? У нас есть налоговый кодекс Российской Федерации, да, и есть такой налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Дело в том, что есть статья 217, там пункт 8.2, который гласит о том, что если человек получает благотворительную помощь от организации, которая зарегистрирована в форме благотворительного фонда, то с этой суммы помощи, да, он не платит НДФЛ. Но если он получает благотворительную помощь от организации, которая не зарегистрирована в форме благотворительного фонда, например, вот мы, Центр «Ломая барьеры», мы зарегистрированы в форме ОНО, автономная некоммерческая организация, но по уставу мы тоже оказываем благотворительную деятельность, то с этой суммы он должен заплатить НДФЛ. И как бы, ну, мне кажется, что это такая некая несправедливость, потому что человек и так находится в тяжелой жизненной ситуации, ему необходима помощь, мы эту помощь ему оказываем, а он еще с этой суммы должен заплатить НДФЛ. Одно дело, когда там лотерейные билеты выиграли, да, там зарплаты, как бы, но это как бы такая помощь, и необходимо человеку заплатить. А это большие суммы и серьезная нагрузка для бюджета такого человека-благополучателя? Ну, конечно, к нам люди обращаются, ведь уже когда нету помощи ни от кого, да. И для кого-то даже помощь, допустим, на 10 тысяч, которую мы оказали, она ему там, возможно, поможет там даже на месяц, на 2 месяца. Вот. И он с этой суммы потом должен заплатить еще 1300 рублей. Ну, мне кажется, это очень несправедливо, и очень надеюсь, что как бы законодательно нас поддержит. Механизм, к кому вы обратились, кто рассматривает, как будете действовать? Механизм такой, что мы обозначили проблематику на Совете Общественной палаты.
поддержали эту инициативу. Сейчас идут такие процедурные моменты, это, конечно, все не быстро, но сейчас идет процедурный момент, идет экспертиза. Работают юристы, работают другие общественные организации, которые помогают как бы сформулировать, вообще узнать проблематику, есть ли какие-то другие возможности для того, чтобы, допустим, помочь, может быть, какая-то трактовка не такая. В общем, необходимо сделать действительно такую полноценную экспертизу, и потом уже необходимо входить в законодательные инициативы уже к нашим законодателям. Госсобрание. Да. Госсобрание, и, а дальше, так как это федеральный, как бы, это налоговый кодекс, это уже в Госдуму. Вот. Но мы понимаем, что работа это не на месяц, не на два, и что, возможно, разный исход, но наше желание улучшить качество жизни наших жителей, оно превалирует над теми трудностями, которые, возможно, будут перед нами. Уже 1,5 минуты буквально остается. И что еще находится в работе? Да, какие, может быть, инициативы в разработке находятся? Впереди у нас 3 декабря, Международный день инвалида. Хочется мне сказать, что это день, как бы это никакой не праздник, да, это день, когда мы просто должны задуматься о том, что какие трудности испытывают люди. И если, допустим, вы встретили на улице, там, в магазине, еще где-то, просто обратить внимание, помочь, открыть дверь, да, там, предложить свою какую-то помощь. Вот, быть друг другу добрее. Скоро Новый год, необходимо загадывать желания, детям будем делать какие-то елки, поэтому если есть желание, то, конечно, можно присоединиться, можно написать на сайт Общественной палаты Республики Башкортостан, на сайт Центра «Ломая барьеры», и мы обязательно что-нибудь придумаем совместное. Спасибо вам большое за работу и за то, что сегодня вы пришли и нам рассказали столько много интересных проектов. Спасибо. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Алина Хабирова, руководитель Центра «Ломая барьеры» и член Общественной палаты Республики Башкортостан. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.